Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за вашу поддержку, за вашу помощь, за ваши донаты и за то, что выбираете быть со мной. Земной вам поклон! Сегодня у нас будет отсыпочка на события будущей недели. Давайте посмотрим, что удивительное и необычное ждет вас именно на будущей неделе. Загадайте, пожалуйста, на себя, и пусть песочек нам все откроет, все покажет, все расскажет. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, очень много разговоров у вас вышло, прям очень много, больше, чем за месяц, да? Очень много будете говорить. Говорить как и лично, так и, например, по телефону. Видеосвязь тоже может быть. Прям много-много разговоров. Обмен информацией. Поговорите прям со всеми. Кого знаете, кого не знаете, с кем только познакомитесь, либо о ком вспомнить сможете. Прям востребованность идет. И вам люди нужны, и вы кому-то нужны, да, и прям вот разговоры, очень много разговоров, очень много, кстати, вопросов решится, либо очень много информации нужной, полезной, ценной, либо той, которая была раньше вам недоступна, вот это все откроется, как получите ответы, разгадаете загадки, получите либо мотивации, либо установки, да, вот как поступать, может быть, даже какие-то инструкции четкие, понятные, ясные, прям здесь очень хороший знак. Дальше. Здесь между женщиной и мужчиной птичка летит, на голубя похоже. Понравитесь, вы друг другу понравитесь, либо прям почувствуете влечение друг к другу. Влюбленность, влечение, потребность, да, быть вместе, пообщаться, узнать друг друга получше. Взаимная обоюдная симпатия. Это очень хорошее чувство. Знаете, эмоции переполняют, вот прям взаимная симпатия, тянетесь друг к другу. Я так понимаю, что с человеком вы познакомитесь, именно познакомитесь в начале недели, и прям вас друг к другу тянет, и вы начинаете там флиртовать друг с другом, уделять друг другу внимание. То есть хороший момент. Девушки, женщины, кто у меня без пары, да и мужчины тоже, прям обратите внимание, отнеситесь посерьезней. Судя по этой птичке, человек может оказаться судьбоносным, либо оказаться тем самым, либо той самой, кого вы так долго ждали. Ну, а если вы уже в отношениях, то берегитесь, потому что прям потянет вас к противоположному полу, да, к противоположному пола человеку. Прям так сами от себя ужаснетесь, скажете, ну как же, я же замужем, либо я же женат, да, вот потянет кому-то. И причем взаимно потянет. Об этом предупреждают, ну, либо на это намекают. Там уж дело ваше, вот, решайте сами. Мое дело передать вам информацию. Дальше, мои хорошие, ключ. Ключ показан, ключ очень большой и слева. Что-то вам откроется, что-то важное, ценное. И то, что вы сможете использовать. Также у кого-то отыграется, что ключ будет в вашем кармане. Возможно, вы ищете варианты на куплю-продажу, либо вы ищете варианты под аренду. Вот ключ у вас, считайте, что в кармане, с левой стороны. Как-то неожиданно все это придет. Либо первый же, там, например, попавшийся вариант окажется идеальным. И вы скажете, нет, вот хочу именно это, ничего больше искать не буду. С левой стороны ключ пришел. Дальше. Встреча, от которой у вас волосы станут дыбом. Вы извините, но именно такая информация идет. С кем-то настолько неожиданным встретитесь, что вам даже потребуется какое-то время на то, чтобы прийти в себя. Мне кажется, что это человек из вашего прошлого. Может быть, не самого лучшего, не самого прекрасного, но как бы встретитесь. Человек с вами будет максимально милым и обходительным. И почему-то такое желание у этого человека вас вот своими крылышками закрыть. Как, может быть, помощь свою человек будет предлагать, свои услуги, свое участие, содействие. Вот, но вы немножко шокированы будете. Чего-чего, а вот именно с этим человеком вы встречи не ожидаете.
Еще с левой стороны показан путь извилистый, но очень крутой в плане достижения. Пока другие люди ходят привычными протоптанными дорогами, либо пользуются там магистралями, трассами, вы найдете какую-то обходную лазейку. Она непростая, либо ее нужно найти, витиеватая немножко, но она самая короткая, самая быстрая и эффективная. Смотрите, этим знанием, пока сами не воспользуетесь, ни с кем не делитесь, иначе вы себе конкурентов наживете. Да? Зачем это? Вот прошли свой путь, добились своего, тогда да, вы можете другим людям рассказать, но не ранее. Об этом тоже предупредили. Так, еще план. Деньги. Вам на что-то нужно будет потратить деньги. Может быть, вы записаны на прием, там, не знаю, к косметологу, к стоматологу. Может быть, вы запланировали что-то купить там, в дом для себя. Это что угодно может быть. Да? У вас есть вот план в голове, что вот эту сумму я приготовила на покупки, либо на оплату услуг, либо на покрытие, да, каких-то, может быть, потребностей. Смотрите, потратите, ну, не в половину, а где-то в четверть меньше, чем запланировали. Этому обстоятельству вы очень порадуетесь. Да? С вас меньше денег возьмут, либо какую-то скидку, либо акцию объявят. И вы такая, блин, вот это мне повезло, вот это мое время. Да? Вы сэкономите, ну, прилично. Да? Четверть — это прилично. Конечно, хотелось бы половину, но тем не менее, четверть тоже неплохо. Прям такое событие жизнеутверждающее, поднимающее вам настроение. Вы такая, лишние деньги появились, да? Вот молодец. Кстати, вот этот момент, он для вас как знак судьбы. Знак судьбы, что покупка выгодная, что покупка вам пригодится, прослужит вам долго. Либо, допустим, услуга будет очень качественно оказана. То есть вам так вот именно знак подают. Дальше еще показано, что вам какие-то сны будут, какой-то навязчивый сон. Сон, который именно предупреждает. Он не предвещает, а именно предупреждает. Предупреждает о ком-то. Вам какой-то человек может сниться. Человек может сниться либо каким-то замученным больным, и тогда знаете, что этот человек нуждается в вашей помощи. Либо человек, наоборот, будет сниться прям молодым, красивым, там, веселым, таким активным. Это знак того, что этот человек вам поможет. Вот как-то так вам снится. Если ничего не приснится, это предсказание было просто не для вас. Все-таки общая отсыпка, вы должны понимать. Дальше, мои хорошие, какое-то выяснение отношений. Момент, когда вы можете все высказать. Вот прямо, знаете, вам легко будет, прямо на сердце у вас облегчение идет. Кому-то что-то вы выскажете, с кем-то будете выяснять отношения, уже молчать не будете и все выскажете. И на ваше удивление человек вот так вот голову опускает, как будто бы принимает и кается перед вами. Скажет, ну ты права, ну извини, я был неправ, либо я была не права. Какое-то удивительное событие. Случится то, чего не ждете. Может быть, вы думаете, если ругаться, то ругаться, да, скандалить, так скандалить. Человек возьмет, да и примет то, что вы говорите. Еще поблагодарит вас за это, еще прощения у вас попросит. Прям и облегчение, и вы видите, что вас понимают, что с вами соглашаются. Прям хороший результат. Дальше. Вот тут женщина показана. Женщина, которой нельзя верить. Эта женщина, она вам, ну, типа, маякует, что, там, типа, давай поговорим, давай помиримся, давай обсудим. На самом деле ей верить нельзя. Эта женщина, она очень коварная, и она, вот знаете, как какую-то роль решила играть. Не верьте женщинам, не верьте женщинам, которые подают вам знаки, сигналы. Мужчина и женщина одинаково предсказания. Она явно масочку одела, явно в роли вжилась, и у нее свои там не очень хорошие мысли. Все ее сигналы, они лукавые, либо они неправдивые. Будьте поаккуратнее. Зайчик, зайчик с капустой. Зайчик капусту вам несет, но надо же. Человек трус, либо человек, который поступил как трус, я так понимаю, капусту принесет, извиняться будет, да? Либо попытается исправить ситуацию. Зайчик. Знаете, тут как бы двоякая ситуация. С одной стороны, мы все разные, у каждого своя ментальность, своя психика и свои комплексы. Человек-заяц, значит, по жизни трусливый, не только по отношению к вам, но и ко всему другому. Да? Может быть, даже сам себя боится. Одно то, что этот человек несет вам капусту, это уже прям серьезный прорыв в ваших отношениях. И
Если дать этому человеку, допустим, второй шанс и уже не возлагать какие-то очень сильные надежды, то, возможно, у вас все еще срастется, и вы нормально сможете общаться. Ну, по крайней мере, как бы вы будете понимать, чего ждать от этого человека. Подарок какой-то принесет, какую-то, знаете, как подношение, да, ну типа прости меня, там, объяснит ситуацию, как-то так идет мне. Дальше показано, что вы в какое-то место дважды попадете. Место, где нет баланса. Ну, допустим, вы женщина, вы попадаете в место, где одни мужики. И они такие все: о, женщина красивая, да, пытаются там вам уделить внимание, либо быть джентльменами. То же самое мужчина попадает в место, где одни женщины. И женщины такие: о, мужчина, ну-ка, да, вот прям интересное такое место. Дважды вы туда попадаете. Может быть, даже дважды за один день. Может быть, в течение недели дважды. Слушайте, ну первый раз вас встретят, вот так встретят, что вы прям выйдете с красными щеками, скажете: боже, такого давно не было в моей жизни. А вот второй раз вы выходите, у вас улыбка просто до ушей, вы настолько довольны будете. Ну, представьте, да, там большой коллектив, и все противоположного пола, там каждый будет стараться выслужиться, каждый будет стараться сделать вам максимально приятно. Прям очень понравится. Так, еще. Так, здесь крыса вам что-то вот прям шепчет. Я так понимаю, что эта крыса, она против кого-то, но за вас. Да, кто-то придет и будет крысятничать, да, что-то вам будет рассказывать. Такой человечек, знаете, вот как и вашим, и нашим, скорее всего, ну, либо вашим, но против кого-то. Человек, который ищет свою выгоду, вот так мне идет. То есть 100% верить этой крысе нельзя. Опять же, нормальный человек никогда не будет крысятничать. Это вам тоже вот прям сразу маркер. И второй момент. Человек ищет свои выгоды. Возможно, не все, что вам будет сказано, является достоверным. Но, тем не менее, какая-то правда будет сказана. Вас очень удивит этот момент, даже шокирует кого-то. Но, тем не менее, да, такая вот крыса к вам подбежит. Не верьте всему, что сказано, но и не упускайте то, что вам сказано. Как-то так вас, может, предупредят о чем-то, либо на кого-то пожалуются вам. Да? Вот прям примите все-таки к сведению, но не на 100%. Дальше. Какое-то дерево трясти вы будете. Причем, чем больше на вас будет падать, тем сильнее вы будете трясти. Может быть, с этим деревом показывают вашего партнера, поймете, что у него денежка завелась, и вы такая ты потрясли его, да, себе денежку раз забрали, два забрали, там, на ногти, на кофточку, на косметику, там, на коммунальные услуги, да, вот, в общем, несколько раз потрясете. Вот. А у кого-то отыграется дело, выгодное дело, которое вот прям вам прибыль принесет. И вы такая: блин, неплохо, да, ну-ка еще раз, да, может, что-то старенькое будете продавать ненужное, поймете, что у людей ажиотаж, вы такая вспомните: а у меня еще есть такое, либо у моей там соседки есть ненужное, валяется где-нибудь там в чулане на балконе, да, возможно, как бы и продажи тоже. Доход, вы будете получать доход, трясти это дерево и получать доход. Дальше. Человек в маске клоуна. Кто-то вас будет смешить, развлекать, но не покупайтесь на эту маску клоуна. У человека очень большая голова, то есть человек очень умный, да? Понимает, что он делает. Может быть, действительно делает эту маску дурачка для того, чтобы, там, не знаю, прощупать почву. Либо наоборот, да, человек видит, что вас нужно расслабить, думает: ну-ка я ее немножечко, да, повеселю. Да, человек не клоун, человек очень умный, голова очень большая, тяжелая, мыслей много, знаний много, но будет вести себя немножко вот как клоунады, да, устраивать, веселить. Вас будет развлекать и веселить. Это может быть и мужчина, и женщина, но вот как-то так показали. Этого человека, кстати, будет много. В какой-то момент прям очень много будет. Немножко даже как-то надоедливо это все будет. Либо быстро приестся. Так, летучие мыши. Здесь птицы летучих мышей разгоняют. Редкий знак, но очень классный. Смотрите, летучие мыши — это страхи. Это страхи, это что-то такое, знаете, из серии предчувствия каких-то неприятностей и бед. Да? Где-то, может, с кем-то что-то происходит, и вы думаете: блин, со мной же тоже может произойти, да, либо вы там, не знаю, какие-то новости посмотрели и начинаете себя накручивать. Птицы — это новости, это вести.
Придут хорошие новости и вести, разгонят всех этих летучих мышей. Все, от всех избавитесь, бояться перестанете, нервничать перестанете. Ощущать себя не будете, такой знак. Вот здесь с левой стороны у вас прям шикарный знак: лиса волка оседлала. Я так понимаю, что лисой показывают вас. То есть вы проявите все свои сильные качества, всю свою эрудицию, интеллект, ну и весь свой игривый характер. Волк — это человек-одиночка, это суровый человек, человек-хищник, человек, с которым нужно держаться прям максимально подальше и аккуратнее. Но у вас получится этого человека оседлать и здорово на нем покататься. Причем, возможно, даже настолько ловко, что этот человек вам сам будет предлагать, да? Так и скажет: ну-ка давай, я тебя покатаю. Я умею, я могу, я сильный. Вот. Это то, чего вы от себя не ждете. Вы не ждете, что вы можете повести себя как лисичка, да? Обыграть какого-то человека, может быть, даже провести вокруг пальца, обвести. Вот как-то вы так сумеете это сделать и себе на пользу, и опять же так, чтобы ни во что не встрять, никакой там ответственности, обязанностей, да, воспользуйтесь, скорее всего, моментом. Прям классный знак. И я так понимаю, что для вас это какой-то новый опыт идет. Да? Либо вы когда-то давно пробовали, а теперь вот прям вспоминаете, оттачиваете свое мастерство. Да, лиса на волке катается. Редкий знак. Редкий и удивительный. Кстати, волк, он как опасность, да, знак опасности, но вы эту опасность просто оседлаете, заставите работать на себя. Вот как-то так мне идет. И еще две женщины о чем-то говорят, а вы слышите. Ну, либо вы услышите, о чем они говорят. Почему-то улыбаться будете от того, что услышите. Не могу сказать, о чем они говорят, но вы будете улыбаться. Может быть, они там личными секретами делятся, а вы скажете: боже мой, какой срам. Да, вот теперь я знаю, как на вас воздействовать. Дальше здесь показано, что какой-то ваш секрет никто не узнает. Либо ваш секрет так и будет продолжать оставаться секретом. Может быть, вас никто не выдаст. Может быть, вам показалось, что кто-то узнал ваш секрет. Но 100% нет. Никто ни о чем не узнает. Разве что вы сами признаетесь. Вот, так что не переживайте. Маленький птенец пытается лететь. Это очень мило. Вы так смотрите, думаете: боже, ребенок растет. А? Какие-то серьезные шаги, серьезные поступки от ребенка. Ну, не летает, правда, еще, но пытается. Это уже умиляет вас. Вам нравится, что ребенок вот прям взрослеет на глазах, можно так сказать. На работе у кого-то праздник будет. То ли у вас именинник на работе, может быть, у вас именины вы будете отмечать, а может быть, какой-то другой повод. Здесь будет и вкусно, и весело, и прям налаживается связь в коллективе. Вот прям на какого-то человека в коллективе другими глазами посмотрите. То есть приятный такой момент. Так, мужчина и женщина о чем-то договорятся, но мужчина будет делать по-своему. Женщине придется все исправлять. Девочки, то, что вы своему мужчине говорите, пишете ему инструкции, там, делаете ему скрины, он все равно делает по-своему. Поэтому во избежание таких ситуаций, да, двойной работы либо переделывания, лучше серьезные вещи не доверять. Ну, как бы вот такой он мужчина. Может быть, в других вещах он хорош, но в плане там что-то купить, что-то сделать так, как вам надо, все-таки лучше, наверное, не делегировать, да, иначе придется вам двойную работу делать. В венце яркая звезда. Она вас манит, и она вам как будто бы сигналы посылает. Хороший знак на исполнение желания, на исполнение мечты. Можно добиться желаемого, можно исполнить. Вам то ли подсказка какая-то придет, как вам это сделать, либо как ускориться в исполнении, ну, либо какой-то человек, который может исполнить вашу мечту, и стоит человеку об этом сказать. Вот как намек идет, намек, подсказка, как ускорить исполнение, как мечту исполнить. Так, мои хорошие, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.